Впервые за последние 29 лет Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан выступил в Московской государственной академической филармонии. В программу вошли красивейшие классические произведения. Обсудим детально прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами генеральный директор Национального симфонического оркестра Артур Назиуллин. Артур Искандарович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как такое стало возможно впервые за 29 лет и как все прошло? Все прошло блестяще, я горд нашими музыкантами, я безмерно благодарен нашему главному дирижеру, который провел титаническую абсолютно работу. И оркестр блистал на одной из главных сцен нашей страны, да и не только нашей страны, но и мира. Как это стало возможным? Ну, очевидно, потому что я солист программы Московской государственной академической филармонии. Все-таки я играющий директор. Вот. И наши добрые взаимоотношения не раз демонстрировались и в Башкортостане, потому что есть федеральная программа Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийские филармонические сезоны, по которой Московская филармония к нам отправляет и дает нам возможность прикоснуться к одним из самых ярких солистов мира. И вот мы попали, благодаря нашим добрым взаимоотношениям, благодаря тому, что они наши старшие товарищи, в один из лучших залов нашей планеты. Поподробнее о программе. Была уникальная абсолютно программа, красивейшие русские полотна. Это был Николай Римский-Корсаков, испанская каприччо. Этим произведением начался концерт. Яркая, бравурная музыка с колоритом испанским. Далее была рапсодия на тему Паганини Сергея Васильевича Рахманинова. Солистом выступил знаменитый пианист, наш большой друг, с которым мы в свое время учились и в консерватории московской, Дмитрий Маслеев. Это победитель 15-го международного конкурса Петра Ильича Чайковского. В общем, солист мирового класса с нами выступил и сыграл рапсодию для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. А второе отделение это была симфоническая сюита, оркестровая сюита, симфонические танцы Сергея Васильевича Рахманинова также. Поэтому вот такие два гиганта русской музыки, Римский-Корсаков и Рахманинов, звучали в концертном зале Чайковского. И я могу сказать, что критики, которые были на концерте, конечно, и вся московская общественность и интеллигенция были ошеломлены, в хорошем смысле слова, уровнем Госоркестра Башкирии. Для нас это самый главный показатель. Мы уже получили ряд предложений о сотрудничестве именно оркестра в российских гастролях. Я надеюсь, что это все состоится. Поэтому тот смотр, как я говорил, что у нас этот концерт не просто концерт, это будет некий смотр для того, чтобы понять, что мы из себя представляем. Очевидно, мы его прошли успешно. Мы знаем, что публика смогла оценить Национальный симфонический оркестр Башкортостана в рамках абонемента «Шедевры русской симфонической музыки» оркестра России. Давайте поподробнее о том, как шла подготовка, вообще, что было самое интересное на этом этапе. Подготовка шла, как обычно, просто еще в 3 раза плотнее. То есть были не 4-часовые репетиции у главного дирижера, а 12-часовые репетиции. Поэтому ничего такого этакого не было. С 9 до 9, а может быть и до 10, и до 11. Начиная с индивидуальных репетиций и сдачи партий каждого музыканта, на которых присутствовал в том числе и я, заканчивая групповыми и уже общий оркестр. Поэтому, конечно, громадная работа по количеству времени затраченному. Но нам надо было продемонстрировать то, что мы конкурентны на этом рынке, то, что есть такой оркестр, потому что действительно оркестр выступал в Москве, это было довольно давно, причем это несколько десятилетий назад. И с сольными программами, я имею в виду, были, конечно, выезды и в рамках празднований дат республики, Дней республики, иных праздников, но это не сольный концерт, и это мы понимаем, что это немножко другой уровень. А, конечно, такого уровня концерт, где это только представлен Национальный симфонический оркестр, причем надо отметить, что это не было все-таки, как вы правильно сказали, это был абонемент Московской филармонии, этот проект был организован Москвой. Я безмерно, конечно, благодарен главе республики, который поддержал, Министерству культуры, которое в том числе поддержали этот проект, но этот проект был инициирован Московской филармонией. Конечно, это еще более высокий уровень ответственности, и работа шла
громадная. Но мы это сделали. И вот, кстати, хотела спросить, вы отметили, что визит состоялся при поддержке главы Башкортостана Ради Хабирова и Минкультуры в лице министра, Амины Шафиковой. Как вы оцениваете сотрудничество вот на региональном уровне? Замечательно, мы очень благодарны за поддержку. Безусловно, академическая культура нуждается в поддержке, потому что это одна из основ здорового общества, и мы это не устаем повторять. И чем больше будет поддерживаться академическая культура, тем более благополучным будет регион в целом, и его социальная составляющая в частности. Поэтому я убежден, что начало положено, как я не устаю повторять, те кирпичики, которые мы складываем для того, чтобы госоркестр вышел действительно на всероссийский уровень. Они уже начали складываться, но мы ждем дальнейших наших и ангажементов, и проектов, и гастролей. Конечно же, при участии главы и правительства республики, безусловно. По-другому академическая культура не бывает. Только при очень серьезной поддержке финансовой, административной. Только так. Мы понимаем, что впервые за 29 лет, повторю еще раз эту цифру, состоялся вот выезд в Москву. Наверняка есть... Не выезд в Москву, а сольный концерт. Сольный концерт, да. Ну, сольный концерт в Москву. Наверняка есть в коллективе те люди, которые понимают, насколько это редкое и такое эксклюзивное событие, да. Какая атмосфера сейчас? Вот что вы видите, какая атмосфера внутри коллектива? Потрясающе. Как я уже сказал, я очень благодарен нашим музыкантам, которые отдались всецело, потому что действительно для музыканта, я вот как практикующий человек это скажу, это колоссальное событие. Большинство, абсолютное большинство из наших уважаемых артистов впервые были на этой легендарной сцене, все они знали, все смотрят трансляции из Московской филармонии и восхищаются залом, который сейчас последние десятилетия обрел уникальную акустику. Там тоже не все было в порядке в свое время, но генеральный директор Алексей Алексеевич Шалашов сумел добиться удивительной акустики, привлекая огромных мастеров в этом искусстве. И, конечно же, для них это событие, определенный апогей творческой карьеры. И это мы должны понимать. А для нас это ступень, которую мы должны укрепить, закрепить и пойти еще выше. Потому что в марте 2020 года, когда началась пандемия, у нас перенеслись гастроли, которые должны были состояться в Большом зале Берлинской филармонии. Это абсолютно, знаете, сравнимо с полетом на Марс. Гастроли перенеслись на сентябрь, и, конечно же, мы к этому будем готовиться не менее серьезно, чем к концерту Московской филармонии. Артур Искандарович, в начале этого года культура Башкортостана понесла тяжелейшую утрату. Да. Погиб создатель Национального симфонического оркестра Тагир Камалов. Как вы оцениваете, какой вклад он внес в развитие культуры и оркестра, да, и какие основы заложены именно им? Вы знаете, это действительно трагедия. Ушел выдающийся деятель культуры Республики Башкортостан, да и не только республики, но и нашей страны. Оценивать я, наверное, не имею права, но переоценить этот вклад невозможно, потому что он создал оркестр в тяжелейшие начало 90-х годы. Это было, безусловно, тяжелое время, и мы, наверное, себе даже не можем представить, как это было трудно. Я так полагаю. Человек проработал большое количество лет с оркестром. Я, к сожалению, мы не работали профессионально, мы были знакомы, всего лишь у нас в жизни было пару встреч, поэтому нас нельзя назвать людьми, которые сотрудничали, конечно же, но это огромная трагедия, это потеря, я соболезную близким, тут сложно что-то еще добавить, но человек, конечно, сделал огромный вклад в историю академической высокой культуры республики, создав такой коллектив, это огромный вклад. Мы этот вклад никогда не забудем. Давайте поговорим о дальнейших планах Национального симфонического оркестра Башкортостана. Какие задачи сейчас стоят и насколько сильно корректирует график пандемия, все еще продолжающаяся? График никак не корректирует пандемию. Мы прекрасно работали, начиная с мая, когда нам хоть как-то разрешили собираться. Это были совсем малые группы оркестра, и мы писали для архива и для собственного качества, и для наших соцсетей и всего подобного записи.
Это очень помогало, потому что мы писали академическую классику, такую рафинированную, где не нужен большой состав музыкантов. Поэтому пандемия нас коснулась как раз-таки очень слабо, чему мы очень рады и благодарны. Мы работали, работаем и будем работать. Как наши планы дальше совершенствовать свое мастерство, радовать республику и наших зрителей великолепными программами, интересными солистами и, конечно же, блестящей игрой госоркестра. Вот это основные планы. Конечно же, у нас в графике стоят и выезды, в том числе в нашу дружественную республику Татарстан, где есть блестящий, абсолютно блестящий госоркестр Татарстана. У нас в апреле запланированы туда гастроли, и, конечно же, мы должны доказать, что и в Башкортостане есть блестящий госоркестр Башкортостана. Также наряду с нашими выездами по России и, надеюсь, Европы, мы, конечно же, ведем активную работу по концертам в нашей республике. Потому что моя позиция, каждый район и город республики обязан, просто обязан морально прикасаться к великим творениям великих композиторов в исключительно качественном исполнении. Поэтому эту работу мы ведем активно, сотрудничаем с городами, с районами нашей республики. И будем, конечно, демонстрировать наилучшие образцы академического высокого искусства. Ну и ближайшие концерты для эстетов. 17 февраля в концертном зале «Башкортостан» продолжение наших абонементов, которые ведет Дмитрий Крюков, наш главный дирижер. Он и рассказывает историю создания произведений. Будет абонемент из брамсовских симфоний. Йоганнеса Брамса, немецкого композитора. Поэтому всех приглашаю прикоснуться к удивительно уникальной музыке. Спасибо большое, Артур Искандарович. Очень подробно и очень интересно вы рассказали. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был генеральный директор Национального симфонического оркестра Башкортостана Артур Назиуллин. И мы говорили о том, как начался успешно этот год.